Добрый вечер, это Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. МинЖКХ сообщает, на работы по восстановлению электроснабжения в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах республики уйдет 5-7 дней. Защита от коронавируса крепнет. Число вакцинированных по Якутии превысило 24 тысячи человек. Постепенное снятие ограничений. Централизованная библиотечная система Якутска перешла ко второму этапу открытия отделов. Продвижение постройки века. Власти России решают вопрос о выделении капитального гранта из федерального бюджета на строительство моста через Лену. Новые проекты от ученых. Арктический инновационный центр СВФУ представил свои последние работы. И весна близко. В Якутске готовятся к открытию ледовые катки под мостом на озере Сайсары и на площади Ленина. Работы по восстановлению электроснабжения в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах республики могут занять 5-7 дней, передает МинЖКХ и энергетики Якутии. На данный момент для обеспечения электроснабжения в указанных районах развернуты передвижные автономные электростанции, разработан график веерных отключений. Это в Нижнем Бестяхе, Павловске, Рассолоде, Хаптагае, Хотачука, Чикатцах, также в Кысылу-Рюя, Титабя и Кердеме. Рассматривают варианты подключения потребителей по постоянной схеме путем переключения на резервные линии электропередачи. Напомним, что накануне ночью 3 февраля произошло технологическое нарушение на подстанции в селе Майя. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин поручил провести проверку по факту обращений родителей учеников школы номер 1 в Якутске, которые жалуются на аварийное состояние учреждения. Кроме того, замгенпрокурора потребовал оценить реализацию полномочий контрольно-надзорными органами. В данное время в Якутске решают вопрос о строительстве нового здания школы номер 1. Из обращений родителей и учеников школы следует, что зданию больше 80 лет. Степень его износа составляет более 70% и не отвечает нормативным требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил. Находится в аварийном состоянии под угрозой обрушения несущих конструкций. В этой школе 614 учащихся. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. К другим темам. 93 новых случая коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них 40 в Якутске. В Мирнинском районе 25 случаев заражения, в Тампонском районе 7, в Алданском 6, Мегино-Кангаласском, Нернгринском районах по 3 случая. Еще в 5 других районах от 1 до 2 заболевших. За сутки лаборатории региона провели свыше 1700 исследований на COVID-19. Вместе с тем растет другая статистика. Число вакцинированных по Якутии превысило уже 24 тысячи человек. Активно вакцинируются в Якутске. 9362 человека. В Нернгринском районе уже привито 1072 человека. В Алданском районе 919. Меньше всего прививок поставили с учетом имеющихся в наличии вакцин в Ленском районе 229. Кроме того, в Чарапчинском районе 433 и Татинском Улусе 445 якутян. Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечают День борьбы с онкологическими заболеваниями. Дата призвана привлечь внимание населения к этой ужасной болезни, также напомнить о важности своевременного обследования у профильных специалистов, рассказывает наш корреспондент Петр Васильев. Ежегодно в Якутии выявляют до 2000 случаев онкологических заболеваний. Среди самых распространенных – рак легкого и молочной железы. В республике к пациентам с онкологией приковано особое внимание. Не исключением стала и Евдокия Иннокентьевна. Очень хорошо меня смотрели, как маленького ребенка. Наши очень от санитара до заведующего все следили, как у меня здоровье. Таких пациентов в здании республиканского онкодиспансера достаточно много. В день здесь проводят порядка 20 операций по удалению новообразований. В помощь врачам приходят современные технологии.
Благодаря оборудованию, которое мы получили, это очень современное, самое такое профессиональное оборудование для проведения операций, для выхаживания больных, для диагностики. Поступили такие оборудования, как видеоэндоскопические стойки с 3D-визуализацией. В этом году мы запускаем МРТ-аппарат, которого в нашем онкодиспансере раньше не было. Это тоже уникальный аппарат, будет возможна диагностика пациентов, ускоренные сроки постановки диагноза. Сейчас за моей спиной проходит операция с использованием современного аппарата с эндоскопом. Он позволяет через маленькие отверстия проникать в тело пациента и добираться до самых отдаленных участков, пораженных образованиями. При этом на враче надеты специальные 3D-очки. Они позволяют получать объемное изображение. В целом, как отмечают врачи, в республике наравне со всем миром наблюдается рост числа онкологических заболеваний. В первую очередь, врачи связывают это с влиянием наследственности и окружающей среды. Специалисты призывают якутян не игнорировать риски возникновения злокачественных образований и вовремя проходить необходимые обследования. Ведь самое главное в борьбе с онкологией – это своевременное лечение и ранняя диагностика. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. В бизнес-школе Сколково в рамках онлайн-конференции «Антихрупкость» обсудили экономические тренды, определяющие успех Якутии на ближайшую перспективу. В этой дискуссии приняли участие глава республики Айсен Николаев и исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев. Модератор сессии, президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов отметил роль подготовки кадров и управленческих команд на муниципальном и республиканском уровнях при запуске новых масштабных проектов. Кроме того, цифровой трансформации региона. Отметим, что опыт Якутии в области развития IT-отрасли оценивается экспертами как один из передовых в России. В регионе ежегодно вводится до 2000 километров волоконно-оптических линий связи. Открываются IT-центры в районах, создаются новые рабочие места. В условиях пандемии в прошлом году достигнут 80% охват интернетом жителей республики. Мы тоже вполне осознанно делаем ставку на креативные экономики, на IT-экономику. IT-отрасль Якутии – это уже феномен, который стал общепризнанным. Мы сегодня осуществляем порядка 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. В следующем году мы открываем уже еще один кластер, креативный кластер, где у нас в квартале труда будут сосредоточены локации, связанные вот как раз с креативными отраслями. С кино, с дизайном, с архитектурой, с фэшн-бизнесом. Мы для себя сегодня ведем работу как городская власть с разработчиками проекта в рамках того, что требует изменения и проведены изменения по документам территориального планирования в концепции того, что там должен появиться целый квартал. Мы должны обеспечить ремонт и реконструкцию инженерных сетей, улично-дорожной сети, для того, чтобы это стало местом притяжения. Власти России решают вопрос о выделении капитального гранта из федерального бюджета на строительство моста через Лену. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе онлайн-беседы на платформе также бизнес-школы Сколково. По его словам, Минфин рассчитывает, что региональное финансирование проекта возрастет и будут привлечены уже частные инвесторы. Айсен Николаев подчеркнул, что мост через Лену нужен всей стране. Если появится этот мост, то у нас теоретически к 2030-2035 годам можно будет проехать от Иркутска до Магадана по автомобильной дороге, отметил Айсен Николаев. Планируется, что строительство моста через Лену начнется уже весной 2021 года. В феврале прошлого года, напомним, между правительством Якутии и 8-й концессионной компанией было подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Вопрос переселения из аварийных домов жителей Алданского района и главы поселения обсудили с депутатом Государственной Думы Галиной Данчиковой по видеоконференц-связи. Все подробности у нашего корреспондента Татьяны Вахниной. Квартирный вопрос для жительницы города Томот Веры Дементьевой не просто наболевший. Она с 2 детьми может остаться на улице. Их дом признан аварийным. Полагающейся от государства компенсации не хватит на то, чтобы приобрести жилищные метры. Дом очень аварийный, трехподъездник. Из них жилой только один подъезд. И в доме, я могу сказать, минус 10. У меня квартира была приобретена за материнский капитал, а теперь мы остаемся без ничего.
В похожей ситуации оказалась Татьяна Другова. Она тоже рискует остаться без точного адреса. Дом, в котором жила еще мама Татьяны Владимировны, для проживания непригоден. Компенсация, которую получит одинокая пенсионерка, ничтожно мала. Мне подарила, дарственную сделала мама в 2016 году, а оказывается, дом был признан в 2014 году аварийным. Поэтому я попала тоже в такую ситуацию. Чтобы прояснить ситуацию и обозреть собственные перспективы, Вера и Татьяна приняли участие в прошедшем в администрации района онлайн-совещании. Вопрос переселения из аварийных домов главы поселений Алданского района обсудили с депутатом Государственной Думы Галиной Данчиковой. В Якутии Алдан является лидером по количеству ветхого и аварийного жилья. Реалии таковы, что новоселье по программе переселения отметят не все. Согласно принятой накануне 2020 года поправке в статью 8.2 Жилищного кодекса, на получение квартиры или выплату реальной компенсации имеют право собственники, владевшие квартирами до признания дома аварийным. Если же метры были приобретены в заведомо аварийном доме, владелец может рассчитывать на выплату, не превышающую фактическую цену квартиры. Учитывая, что это жилье не было исключено из оборота, свободно продавалось и покупалось, и имело на тот период невысокую цену, это затронуло самые незащищенные слои населения. И у нас в районе 484 семьи попало в такую ситуацию, что сейчас по предоставлению им такой компенсации они не смогут себе приобрести жилье уже на рынке вторичного жилья. В ходе онлайн-конференции главы поселений Алданского района привели данные о количестве аварийных домов и проживающих в них семьях. После онлайн-совещания нам удалось связаться с Галиной Иннокентьевной. Вот что она сообщила по телефону. Достигнуты договоренности с заместителем министра строительства Российской Федерации о встрече и обсуждении предложений, которые выработаны были сегодня на совещании с участием глав муниципальных образований и министра строительства Республики Саха-Якутия. Первое предложение через внесение поправки в статью 32, часть 8.2. И второе предложение, статья распространяется на правоотношения, возникшие после декабря. Из без малого 500 семей, имеющих в качестве единственного аварийное жилье, почти 400 проживают в городах Алдан и Томот, а также в поселках Нижний Куранах и Ленинский. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Ученые Арктического инновационного центра СВФУ представили свои новые проекты. Ежедневно в центре проводятся исследования по всему комплексу фундаментальных и прикладных наук. О новых разработках ученых и аспирантов в сюжете Виктории Федоровой. Старший научный сотрудник Ирина Куркина работает в инновационном центре с начала его открытия. В прошлом году она защитила кандидатскую диссертацию и выиграла стипендию президента Российской Федерации. Мне нравится научная деятельность, потому что она очень разнообразная. То есть мы не сидим, не делаем одно и то же. Здесь мы исследуем, то есть мы физически что-то делаем руками. Здесь мы наукой занимаемся, то есть читаем статьи, что-то переводим, осваиваем, анализируем. И также мы выступаем на конференциях. В школе Ирина преуспевала по техническим предметам, а поступив в физико-технический институт Северо-Восточного федерального университета, начала проявлять интерес к исследовательской деятельности. И вот уже на протяжении 10 лет она в мире науки. Сейчас Ирина исследует новые наноматериалы на основе графена. Проект пока находится на стадии разработки, но уже в ближайшем будущем его результаты могут быть использованы при создании гибкой печатной электроники в виде часов, телефонов и других цифровых гаджетов. Переходит электроника, то есть это гибкие электроны, гибкие сворачивающиеся экраны, какие-то часы, то есть они уже будут не на монолитном каком-то платформе, да, а вот уже на пластике, на материалах. Над не менее интересным и сложным проектом работает ведущий инженер лаборатории Павел Винокуров. Я занимаюсь в данный момент синтезом дисульфида молибдена. Данный материал интересен тем, что объемный материал используется в сматочных установках, а если его сделать все тоньше и тоньше, то есть перейти в двухмерный мир, то он является
хорошим полупроводником, который является перспективным для оптоэлектроники. Исследования, которые проводят сотрудники центра, не ограничиваются научными публикациями, но и патентуются. Стоматологи у нас создают новые технологии обезболивания, устройства для обезболивания нервов, челюстных нервов, которые потом используются на практике. Это патентуется. Арктический инновационный центр при головном вузе республики открылся в 2011 году. На сегодня в составе центра работают около 30 лабораторий и более 20 малых предприятий. Виктория Федорова, Илья Старомятников, Якутск. Прием заявлений на зачисление в первый класс в школы Якутска на 2021-2022 учебный год начнется с 1 апреля текущего года. Это касается детей, которые живут на закрепленной за школой территории, и детей, имеющих преимущество при зачислении в первый класс. Например, если старшие братья или сестры ребенка уже учатся в выбранной школе. Управление образования города опубликовало изменения в распоряжении мэрии о закреплении школ за территориями города, которое вышло еще в 2014 году. Изменения внесены в связи с появлением большого количества новых адресов в городе. Исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев объявил о введении бесплатного проезда для школьников на маршрутах пригородного сообщения. Льготный проездной билет на одного ребенка в месяц будет включать 60 поездок. Это будет с 1 апреля для обучающихся с 5 по 11 класс для всех категорий. Для этого из городского бюджета будет выделено 20 миллионов рублей. Дети из пригородов таким образом смогут посещать кружки, заниматься в студиях и спортивных секциях города, пока мы будем строить объекты в пригородах. Транспортные расходы город берет на себя. Так прокомментировал исполняющий обязанности мэра Евгений Григорьев на встрече с жителями села Табага в рамках ежегодного отчета окружной администрации Якутска перед населением. В Якутии частично продолжают снимать ограничения по коронавирусу. Так, минувшим днем глава региона Айсан Николаев подписал указ о возобновлении деятельности детских игровых комнат и развлекательных центров, открытых ледовых катков, пунктов проката лыж. Частично предоставление услуг начали и библиотеки. Открыла свои двери после почти годового перерыва смарт-библиотека в столице. Сюжет Ульяны Шагиной. Больше всего открытию библиотеки рады студенты. Ведь не всегда получается найти нужную литературу в интернете. Теперь же можно прийти сюда и позаниматься в тишине. Правда, есть ограничения во времени. 3 часа и не минутой позже. Санитарные правила пока никто не отменял. Очень рада, что открылись библиотеки, так как сейчас дистанционное обучение. И дома, конечно, сконцентрироваться очень сложно. Смарт-библиотека открылась минувшим днем, и уже сегодня здесь можно встретить первых читателей. Пока что здесь работает только читальный зал, но выбрать книгу можно по предварительной записи по телефону. Чтобы не потерять своих читателей и держать с ними постоянную связь, еще в начале пандемии работники смарт-библиотеки решили перевести все свои услуги в онлайн-формат. Так активно начали осваиваться социальные сети. Когда локдаун случился, все закрылись, и было чуток сложно переходить на онлайн, например, с детьми и даже со взрослыми. Вначале было чуток отторжения, но потом уже все привыкли. Стало сразу понятно, нужно быстро найти интересный контент. Так пришла идея проведения международных мостов с библиотеками мира. Первые виртуальные экскурсии прошли в библиотеке Хельсинки, а также юношеской международной библиотеке Мюнхена. Также у нас проекты профориентационные. Совсем недавно мы начали проект «Инсайдеры», то есть это разговор с работниками различных компаний, корпораций российского, международного уровня. Кроме читального зала, на 3-м этаже работники библиотеки начали офлайн-курсы игры на музыкальных инструментах. Запись на них также ограничена, но преподаватели рады первым практическим занятиям. Говорят, научиться, к примеру, игре на гитаре по Zoom практически невозможно. Мы очень рады тому, что ограничения сняты, и мы уже сегодня, допустим, 2-й день занимаемся живьем. Это
воодушевляет. Одним словом, было бы желание, возможность найдется. Пандемия послужила стимулом для развития интересных проектов в онлайн-пространстве. Под другим углом теперь видятся подходы к работе, а это значит, дистанционная связь с читателями будет только расширяться. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Ну а библиотека поселка Бергакит Нерюнгринского района работает вот уже 45-й год. История этого учреждения неразрывно связана с историей малого БАМа Тында Бергакит. Первоначальный фонд составили книги, которые привезли с собой первостроители, и книги, которые присылали в дар со всей страны тогдашнего Советского Союза. Насколько востребовано учреждение сегодня и получается ли идти в ногу со временем, рассказывает Екатерина Павлова из Южной Якутии. Библиотека, ты наш друг, всегда на первом месте. Приятно проводить досуг с любимой книжкой вместе. Библиотека, мы с тобой идем по жизни смело. И книга символ наш святой, помощник наш умелый. Зоя Маргунова работает в библиотеке со дня ее основания и прошла все ее этапы становления и развития, от вагончиков и деревяшек до переезда в каменную застройку. Сегодня главный библиотекарь с радостью принимает бергакитцев в книжном царстве, отвечающем всем современным требованиям. Преображение родной библиотеки стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура» в 2019 году. Библиотека Бергакита стала первой модельной библиотекой в республике Саха-Якутия. Со временем все изменилось, но в основном читатели остались прежними. Та же тяга к знаниям, любовь к книге, та же активность читательская сохранилась, к счастью, в нашей библиотеке. Современный дизайнерский ремонт, обновление книжного фонда, приобретение и внедрение новых технологий. Посещение увеличилось на 17%, и сегодня услугами библиотеки пользуются 3000 человек. Здесь можно не только читать, но и играть в настольные и компьютерные игры. В течение года проходит более 80 массовых мероприятий. Во время пандемии такие мероприятия стали нам неприемлемыми, поэтому нам пришлось адаптироваться к вызовам времени. И мы расширили присутствие библиотеки в онлайн-пространстве. Мы увеличили количество удаленных читателей электронной библиотеки Литрес, электронной библиотеки Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Сегодня библиотека располагает универсальным фондом, насчитывающим более 35 тысяч документов, электронными базами данных для информационного и справочно-библиографического обслуживания. Посетители приходят сюда не только в гости к книге, но и для общения со своими друзьями, специалистами, признанными мастерами своего дела, преемниками библиотечной династии. Очень хороший коллектив, отзывчивый. В принципе, это второй дом. Вот сейчас с обновлением библиотеки еще активно пользуюсь не только услугами, вот беру в бумажном носители книги, хотя очень люблю именно в бумажном. Но так как в связи с работой и все, вот с поездками, еще пользуюсь Литресом. Девочки меня записали на Литрес, то есть читаем книги очень удобно, очень хорошо. Библиотека поселка сегодня работает с ограничительными мерами, связанными с пандемией, но очень ждет снятия всех ограничений, чтобы продолжать объединение людей всех возрастов в уютном, увлекательном, современном мире книги. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутске стартовал просветительский проект Московского института развития индустрии моды Be Open Гастроли, в ходе которого участники пройдут интенсивы, круглые столы, а также портфолио-ревью. Задача этого проекта – создать экосистему индустрии моды в России. При этом основатель Be Open Алексей Баженов отмечает, что у Якутии есть большой потенциал в области развития фэшн-индустрии не только в республике, но и за ее пределами. Мероприятие продлится 3 дня, в том числе и в онлайн-формате. По словам организаторов проекта, для участия зарегистрировались более 80 представителей якутской модной индустрии. Это такой двухдневные интенсивы, где мы рассказываем основные тенденции, как понимать язык современности, как работать на международном уровне, при этом используя локальный потенциал. Мы видим огромный потенциал в локальных культурах. Да, сейчас это вообще главный тренд развития всей современной культуры. Именно такой. Нужно отличаться. Да? Чтобы отличаться, нужно использовать вот этот большой локальный потенциал. Мы, собственно, вот именно этим сейчас занимаемся.
Жители и гости Якутска уже на этих выходных могут надеть коньки и встать на лед. В столице на озере Сайсары откроется площадка под названием «Каток под мостом». Репортаж Дмитрия Тымырова. Сегодня здесь завершены работу по ограждению будущего катка. На новой площадке будет платная зона. Уже завершили строительство нашего катка. На этой неделе 6 февраля планируемся открыть. Каток в этом году мы сделали освещение улучшили, все загородили. В этом году каток планируем сделать платным, чисто символически 100 рублей. А те, которые будут прокат брать по 150 рублей, они, конечно, будут кататься у нас бесплатно. Новая площадка платной зоны имеет площадь 800 квадратных метров. Сегодня здесь идут работы по благоустройству. Для удобства есть теплые места для переодевания, теплое кафе, картинг будет работать. А вот для тех, кто не хочет раскошелиться, здесь же традиционно под мостом откроется бесплатная зона, но чуть позже. И она будет иметь площадь 500 квадратных метров. Между тем, на главной площади столицы в эти дни начались работы по возведению другого ледового катка, над которым традиционно занимаются работники акционерного общества «Водоканал». Планируется открытие данного катка ориентировочно уже в следующие выходные, к Дню всех влюбленных. Мы хотим успеть к этому времени, все обустроить здесь. Здесь идут работы по расчистке этого места от снега и неровностей. Далее планируют начать заливку. Точно прям до миллилитра сказать, сколько кубов невозможно, но в среднем это от 130 до 150 кубических метров воды. По поводу слоев, это тоже ситуативная такая история, потому что самое главное, чтобы поверхность была ровная. Для этого в среднем назовем от 5 до 8 слоев заливки идет. То есть, эти кубы входят в это количество слоев. То есть не так, что... Напомним, минувшим днем глава Якутии сообщил, что на территории Якутии возобновляют свои работы детские игровые комнаты, развлекательные центры, катки, ледовые и горно-лыжные базы. Но с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Иван Яковлев, Якутск. Таковы итоги дня. Сегодня оставайтесь на Якутии 24, следите за событиями, будьте всегда в курсе.